Вы встречали настоящих героев? Наверное, первое, о чем вы подумали, это супергерои из голливудских фильмов. А вы встречали героев в реальной жизни? Настоящие герои среди нас. Только их супероружие — это открытое сердце, стремление служить людям, помочь каждому человеку на планете и смелость озвучить правду на весь мир. Они делают это не за деньги, не ради славы. Ведь настоящие герои — это простые люди с большой буквы. Событие, которое состоялось 4 декабря 2021 года, объединило тысячи таких людей по всему миру. Всемирная конференция «Глобальный кризис. Время правды» вышла в прямой эфир на 100 языках мира, чтобы достучаться к сердцу каждого человека на Земле. Эфир длился 12 часов, за которыми стоит 3000 часов упорной и трудоемкой работы десятка команд и тысяч людей-героев со всего мира. Кто-то говорил, что это невозможно реализовать, но мы с вами это сделали, друзья. А значит, сможем реализовать и то самое важное, ради чего все мы действуем — изменить мир к лучшему и воплотить в жизнь созидательное общество. В этой серии фильма мы покажем только самую малую часть событий, которые остались за кадром во время подготовки конференции. По настоятельным просьбам наших участников, первое, что мы начали делать, это приглашать на конференцию известных людей. Нашей целью было то, чтобы звезды кино, шоу-бизнеса, спортсмены, политики призвали всех людей к объединению перед лицом глобальных катаклизмов, так как они те, кто имеют возможность за короткий срок донести до миллионов людей информацию об опасности и тем самым сохранить жизни многим. Мы очень надеялись и искренне верили, что эти известные личности отзовутся. Мы писали им письма, а чтобы лично вручить им приглашение на конференцию, ездили на кинофестивали и мероприятия в разных странах, а также обращались к их друзьям и коллегам и многое другое. Давайте посмотрим лишь несколько таких примеров. Чехия. Привет, ребята! Едем на кинофестиваль. И мы знаем, что Джонни Депп сегодня обязательно будет там. И нам удастся пригласить Джонни Деппа на конференцию «Глобальный кризис. Время правды». Так что скрестим пальцы. Чехия. Карловы Вары. Международный кинофестиваль. Сегодня 28 августа 2021 года, и участники международного проекта «Созидательное общество» находятся на фестивале в Карловых Варах, чтобы передать приглашение на конференцию Джонни Деппу. На письменное приглашение нам пока не ответили. Может быть, получится так? У нас есть подпись Джонни Деппа на нашем приглашении. Поэтому мы очень надеемся, что он придет. Сегодня очень удачный день, потому что мы получили автограф. И угадайте от кого? От Джонни Деппа. Похоже, он не понял, что это было его приглашение, и просто оставил нам свой автограф. Всем привет! Сейчас мы едем в Алабаму на встречу с президентом Трампом. Мы уже 4 часа едем из Атланты. Искренне верим, что у нас все получится. Прямо сейчас мы берем интервью у людей. Господин президент, Мы доверяем Дональду Джей Трампу. Президент Трамп, мы вас очень любим. Дорогой президент Трамп, Американский народ и другие страны хотят услышать ваш И голос. чтобы вы посетили конференцию. Америка любит вас. Вы единственный, кто может знать правду и быть голосом всего американского народа. Это не только здесь, в Соединенных Штатах. Это глобальное движение. Посмотрите на Францию, посмотрите на Великобританию, посмотрите на Австралию, посмотрите на то, что происходит по всему миру. Нам нужен президент Трамп. Президент Трамп, вы примите наше приглашение и придете на конференцию «Глобальный кризис». Дубай. Объединенные Арабские Эмираты. Для нас большая честь представить вам репортаж 16-й юбилейной церемонии инвестиционного саммита Family Officer Энтони Ритоса в Дубае.
хотели быть уверенными, что сделали все возможное для приглашения Дональда Трампа. Поэтому они поехали еще на одно ралли. Ребята, волонтеры на встрече с Дональдом Трампом. Вот он сейчас за нами. Он делает Америку снова великой, ну или пытается, но без Creative Society это не получится. Поэтому он приглашен. Тем временем в Германии. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Мишей находимся в Кёльне на выставке Digital X 2021, Германия. Мы подготовили эти письма и приглашения, в том числе для господина Арнольда Шварценеггера, и сегодня мы их передадим. Arnold Schwarzenegger. Нам удалось передать это письмо Арнольду Шварценеггеру и его личному ассистенту. Венеция, Италия. Команда АЛЛАТРА ТВ Италия сейчас находится на закрытии кинофестиваля в Венеции. Сегодня нам удалось поговорить с Хавьер Бардем, и было очень приятно, что он внимательно выслушал нашу информацию о конференции и поблагодарил за ту инициативу, которой занимается волонтерское движение АЛЛАТРА. Лондон, Великобритания. Привет, ребята! Мы сегодня пришли на встречу с Мелом Гибсоном и хотим сегодня попробовать пригласить его на нашу конференцию 4 декабря. Удалось мне передать письмо, хотя неизвестно, прочтет, не прочтет. Там все было очень быстро. Цюрих, Швейцария. Чтобы пригласить Шерон Стоун, наши волонтеры из Словакии специально поехали в Швейцарию на международный кинофестиваль в Цюрихе. Что вы думаете о происходящем сейчас на планете? Что делать людям? Что бы вы им посоветовали? Согласно моему мироощущению, одно из самых важных действий для нас — это понять, что мы, люди, обладаем силой. Климатический саммит КОП-26 в Глазго, Шотландия. Участники Созидательного общества из Британии не могли пропустить такое мероприятие. Поскольку вы заметили наш маленький значок, я хотел бы вам его подарить. Я буду его носить и с гордостью. Пожалуйста, не уколитесь. Спасибо. Он символизирует 8 основ, а движение по часовой стрелке означает направленность в будущее. Спасибо, что уделили нам время. Когда меня спросят, я расскажу, что это за символ. Продолжайте в том же духе. Да, спасибо. Снова Америка и очередная попытка пригласить Дональда Трампа. Заметьте, все эти люди в свободное от работы время за свои личные средства порой платили десятки тысяч долларов, чтобы попасть на мероприятие, где присутствуют знаменитые люди. И все для того, чтобы использовать каждый шанс пригласить их. Ведь за этими известными личностями сотни миллионов людей, а значит, жизней, которые могут быть спасены, если люди своевременно узнают о надвигающейся опасности. На наш призыв ответил один из самых влиятельных религиозных лидеров мира – Папа Римский Франциск. Он не оставил без внимания тысячи писем от людей из разных стран и дал свое официальное благословение проекту «Созидательное общество», о чем письменно засвидетельствовал. В это время тысячи волонтеров из разных стран, не имея возможности ездить на мероприятия, приглашали известных личностей через социальные сети. Они организовали эстафету приглашений в Твиттере, Инстаграм, Фейсбук, LinkedIn, Weibo и других всемирных соцсетях. Например, Ренка, участница проекта «Созидательное общество» из Словакии, придумала особенное приглашение для Моргана Фримана. Здравствуйте, мистер Фриман. Я Ренка из Словакии. Большой привет из нашей прекрасной центральноевропейской страны. Пожалуйста, помогите нам объединить людей. Вы спрашиваете меня, что же делать вам со всеми этими знаниями? Передайте их.
Это видео нашло отклик у многих людей, включая его поклонников. Мы узнали, что Морган Фриман любит картины со своим изображением, и поэтому наши участники нарисовали его картину. Может, он обратит внимание на себя? Отличное время для храбрых сердец. Мы поддерживаем репостами и комментариями эти посты, чтобы у Лео был шанс принять это приглашение. Таких креативных приглашений было очень много. Каждый из нас делал все, что было в его силах. Сами поклонники звали своих кумиров на конференцию 4 декабря. Вот лишь небольшая часть этих знаменитостей. Интересно, кто из них откликнется на приглашение людей? Увидим 4 декабря на конференции «Глобальный кризис. Время правды». Друзья, всем привет! Сейчас мы выходим в эфир с климатического канала в ТикТок, чтобы рассказать всем зрителям о предстоящей конференции 4 декабря «Глобальный кризис. Время правды». Знаете, чем мы здесь занимаемся? Мы создаем аккаунт «Глобальный кризис» в ТикТок. В местах городов температура повышается на 10-15 градусов. Сосредоточение огромных потоков людей. Вот так и происходит создание видеороликов по климату. Доброе утро. Готовлюсь к выходу в прямой эфир в ТикТоке. И сейчас покажу вам локацию, с которой я выхожу. Меня зовут Андрея. Сейчас я поддерживаю созидательное общество в преддверии конференции с помощью видеороликов в ТикТок. Я участвую в ТикТоке, отвечаю на комментарии людей. Именно вот так вот, в свободное от работы время, пока жду учеников. Сейчас. Да. Один из самых задаваемых вопросов – как созидательное общество может помочь остановить климатические катастрофы? Во время подготовки к конференции мы брали интервью у ученых, специалистов, известных людей, космонавтов, очевидцев климатических событий и беженцев. И все это для того, чтобы представить миру правдивую и целостную информацию. Грузия. Мы планируем рассказывать в Грузии всем о международной конференции «Глобальный кризис. Время правды». 3 октября, утречка на часах у нас 9:43, и мы выдвигаемся на интервью. Россия. Мы проводим интервью с ученым Константином Габриным на тему альтернативной энергетики. Здесь мы записываем интервью для конференции «Глобальный кризис. Время правды». И вот мы здесь. Здравствуйте, ребята! Всем привет! Норвегия. 9:58 по Норвегии, и я сейчас нахожусь в Зуме и готова принять интервью у хорошего специалиста, ученого Ханса Борге. А что ты делаешь? Я готовлю технику для съемки интервью С экологом нашего города Черкашиной Ириной Федоровной. Записываем интервью для конференции 4 декабря «Глобальный кризис. Время правды». Гент, Бельгия. Привет всем, друзья, с дождливой Бельгии. Сейчас вот только что в машине общались с Леной Подлатчиковой, записывались, не записывали, а общались для того, чтобы договориться про интервью и, в принципе, пригласить на конференцию. Сейчас почти 2 часа ночи. Я сижу в курточке, поскольку в 11 вечера пришла домой. Получила звонок от одной из девочек, от Айны, с которой мы вместе ищем очевидцев климатических событий по всему миру. Оказалось, что человек из Калифорнии, журналист, который едет прямо сейчас снимать пожары в Калифорнии, согласился дать нам интервью прямо с места событий. Мы все связались с ним, и часа 3, наверное, шла беседа, о многом говорили, о созидательном обществе говорили. Ну, а я, так как не знаю английский язык, я все равно была со всеми. Но хочу сказать, что это не важно, что я не знала языка. Вы видели, как он улыбается. И это была самая высокая награда, которая может быть
что бы ни случилось, пока у человека есть жизнь и пока мы есть друг у друга, нам ничего не страшно. И мы можем выстоять перед любыми катастрофами. И все, с кем мы общались, их всех объединяет то, что они хотят жить. И что жизнь может прерваться внезапно, и ее нужно ценить. Германия. Мы приехали сегодня в парк в городе Бохум, чтобы снимать социальные опросы. Вот мы приехали со всей семьей. Один из нас играл с детьми на игровой площадке, а трое снимали интервью. Что один из вопросов, который будет поднят на конференции 4 декабря «Глобальный кризис. Время правды», это вопрос климатических беженцев. И с этой целью вот мы вышли на улицу, чтобы пообщаться с людьми. Да, это очень актуальный вопрос, который важно поднять и спросить людей самих, а что они вообще лично думают. Не через посредников, а лично у людей. Австрия. Мы сейчас все вместе собрались с разных уголочков Австрии и едем сейчас в Вену, чтобы брать соцопросы у местных жителей на тему беженцев. Берем интервью у беженцев, мы приехали к их лагерю, где они находятся. Мы уже тут несколько часов стоим, но люди очень отзываются. Мы как раз с ребятами, с командой готовим информацию. Мы связываемся с людьми со всего мира. Теплый такой момент. Каждый раз, когда мы созванивались с беженцами, с людьми, очевидцами, с организациями, которые помогают беженцам, мы говорили им о созидательном обществе. Мы говорили им, что мы делаем, для чего мы делаем, почему мы создаем такие конференции. И когда эти люди слышали о созидательном обществе и о том, что люди сейчас обеспокоены ситуацией, которая происходит в мире, и хотят что-то изменить, хотят сменить вообще вектор нашего общества на созидательный, у этих людей просыпалась надежда. Конференция «Глобальный кризис. Время правды» 4 декабря 2021 года была переведена на 100 языков. Это огромный труд, и в следующей серии мы покажем, какой объем работы проделали волонтеры, чтобы организовать синхронный перевод такого масштаба. Эту инициативу проявили сами люди, потому что понимали, насколько жизненно важно донести информацию из конференции до каждого человека. Как проходил процесс монтажа и озвучки? Для этой конференции волонтеры готовили большое количество видеороликов и даже документальных фильмов. А это всего лишь небольшая часть из той огромной команды волонтеров, которая занималась озвучкой этих видео. Молдова. Всем привет! Вот, на дворе ночь. 25 сентября, 10:11 ночи. Мы с моей дочерью Еленой. Привет! Готовим сценарий к ролику по экологии. Наши мужья спят, и ребенок спит. А мы строим созидательное общество. Уже час ночи, мы продолжаем готовиться к конференции. Да, и сейчас мы монтажим как раз официальные трейлеры на португальский и финский канал. Да, мы не профессиональные видеомонтажеры, но мы очень хотим жить в созидательном обществе, поэтому научились, помогаем как можем. Казахстан. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас 11 часов вечера, и я продолжаю монтировать ролики подготовки конференции 4 декабря 2021 года. «27 число. Идет полным ходом подготовка конференции. Монтажируем ролики, собираем. До конференции осталось немного времени, поэтому работаем по ночам. Беларусь. Здравствуйте.
Сейчас проходит подготовка к международной конференции «Глобальный кризис. Время правды». И я тоже принимаю участие в поиске футажей и подбору музыки для создания промо-роликов. Всем привет! Сегодня 24 ноября. Я сейчас делаю компьютерную графику для видео, которые будут показывать на конференции. Мотивирует меня то, что информация действительно такая важная, и нужно, чтобы о ней услышало все человечество. И еще у нас очень огромный коллектив, международный. Так что, ребята, присоединяйтесь, будем строить созидательное общество вместе. У нас остается ровно 2 недели до конференции. Активно идет работа по монтажу ролика для показа на самой конференции, ролик на тему ядра нашей планеты. И у нас остаются буквально считанные часы и дни для того, чтобы его завершить. Латвия. Мы из Латвии. Сейчас находимся в процессе съемок ролика для конференции. Привет. Я сейчас монтажу ролик, называется «Беженцы. Неожиданная правда». 2 декабря, час 41. И прямо сейчас в онлайн-режиме идет монтаж. Сегодня 3 декабря 2021 года. На часах у нас 3:44. И мы готовимся к конференции «Глобальный кризис. Время правды». Я помогаю монтировать ролик о катаклизмах. Смотрите ее конференции. Мировой океан занимает 70% площади нашей планеты. Мы долгое время всем миром сбрасывали туда все свои отходы. Мы наивно полагали, что они просто растворятся. Но на сегодняшний день океан – это мусорная свалка. Сегодня 21 ноября, время 20:35. Я занимаюсь озвучкой ролика для конференции «Глобальный кризис. Время правды». Я, как и другие ребята, в свободное время этим занимаюсь. Привет! Сегодня 27 ноября 2021 года. Сейчас 10:30 ночи. 3 часа утра или ночи. 0 часов 48 минут. Мы делаем озвучку. Вот такая вот домашняя студия. Прямо сейчас я занимаюсь озвучкой. Озвучиваю интервью с учеными на немецкий язык. Участвую в команде озвучки. Сегодня у нас 2 декабря, осталось 2 дня до конференции. Работа просто кипит. Делаю озвучку для конференции. Идет подготовка к конференции. Поехали! Выглядит вот так. My name is Dorian Rookmaker. Єврення великий путешественник. Повне обнулення соціального рейтингу. More than 20 years have passed. Це люди, які проживають. Изменения климата, которые мы наблюдаем на планете, серьезны и значительны. Нас ждут разрушения. Замислите женскую штиклу, которая притащит. У нас есть невероятная возможность изменить ситуацию к лучшему. Позвольте мне поприветствовать всех на уникальной конференции. Онлайн-конференция. Глобальный кризис. Час правды. Здравствуй, Юлечка. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Мы сейчас записываем озвучки к конференции «Глобальный кризис. Время правды», которая пройдет 4 декабря. Как мы это делаем? Я это делаю обычно здесь, вот в платяном шкафу, чтобы какая-то изоляция была, делаю на обычный телефон. Я вам вещаю из гардеробной комнаты. Сейчас, пока дома все спят, у меня есть возможность записать озвучку. Вот мой рабочий инструмент, микрофончик, рабочая программка. Процесс идет. Я в шкафу тоже записывала. Могу показать. Чемодан я использую как подставку для компьютера. Своеобразная мини-студия. И так как здесь много одежды висит, я надеюсь, что звук становится немножко легче. Вот вся моя техника. Телефон, петличка. Делаю это в свободное от работы время, как только появляется возможность. Вот в данный момент время 3 часа ночи. Ну уж так получилось. По профессии я музыкант. Здесь у меня
Домашняя студия, прямо у меня в квартире организована. Сама я по профессии абсолютно не отношусь никаким образом к аудиоозвучкам, к дубляжам, к монтажам. Я вообще инженер-лесопатолог, и я уже вторую конференцию помогаю команде ребят, которые озвучивают на разные языки, тем, что монтирую озвучки. Я бы хотела поделиться, что настолько теплое отношение в команде, вот удивительно. Многие из нас просто вот не спят ночами перед конференцией, чтобы успеть смонтажить, чтобы успеть озвучить все спичи, которые будут, все ролики, но при этом настолько ты наполнен энергией, настолько команда дружная. Просто захожу в чат, спрашиваю: ребята, что есть на монтаж, там скинули минуту назад, уже кто-то расхватал, просто как горячие пирожки. Мало того, что вдохновляет работа в команде, так еще и месседж, который отправляется, это невероятно. Это действительно касается каждого, и я настолько благодарна, что у меня есть возможность поучаствовать в этом процессе, что даже несмотря на то, что у меня слабый компьютер, у меня не было до этого никаких навыков, у меня порой очень плохо работает интернет, но все равно есть возможность помочь. Вот свободное от работы время, ты там приходишь, буквально там кто-то освобождается вечером, кто-то может утром, кто-то может днем, кто-то берет на это время отпуски, кто-то берет отгулы, кто-то... В общем, каждый из нас пытается привнести хоть что-то, и на самом деле, ты, зная каждого человека, ты настолько радуешься, когда видишь эту слаженную работу. Это потрясающе. Мы, люди, должны сделать это сами. То есть все начинается с этого, верно? Вот так вот примерно в свободное от работы время мы этим и занимаемся. Почему я этим занимаюсь лично? Да я считаю, что это вообще на данный момент самое важное дело в моей жизни, честно. Если мы этого не сделаем, то в принципе все остальное просто бессмысленно. Я считаю, что это большое счастье использовать свои навыки и умения для того, чтобы послужить людям. Ребята, присоединяйтесь к команде волонтеров. Созидательное общество — это действительно общество, которое объединяет всех людей. Очень вдохновляет, что можно рассказать другим людям в другой стране о том, что происходит, чтобы они тоже были предупреждены, потому что они живут в потенциально опасных зонах. Очень важно всех предупредить на всех языках. Вот сейчас, когда озвучиваю тексты, конечно, все это в себе приходится переживать, и очень необходимо в наше время, вот именно сейчас, сказать на самом деле всю правду, чтобы весь мир услышал о том, до чего дошел потребительский формат, до чего мы сами довели и нашу планету, и наше общество, и на самом деле настало время все это изменить. И не только потому, что у нас нет других вариантов, просто терпеть это уже невозможно. Мы должны жить как люди. Мы для этого рождены. Давайте посмотрим, как готовились к конференции наши спикеры. Совсем скоро им предстоит выступить перед всем человечеством. США. Вы, ребята, готовитесь? А что вы делаете? Мы просматриваем все речи и обсуждаем время, чтобы понять, кого с Робертом будем представлять. Так что с нетерпением жду начала. Сейчас 9:30 утра, и мы начали рано. За день до конференции. Да. Катарина, что ты делаешь? Я учу речь для завтрашней конференции «Глобальный кризис. Время правды». Увидимся! Привет! В Созидательном обществе! 3 декабря
5 утра. Мы сокращаем сценарий, потому что материала так много, что не помещается в отведенные Ютубом 12 часов. И да, у нас осталось сократить 15 минут и победа. Эквадор. Это мое рабочее место. Что мне нужно для работы? Обычный компьютер, телефон, нормальный свет. Идем готовиться. Осталось не так много времени, буквально чуть больше, чем 2 часа до начала конференции. Команда Эмиратов готовится к конференции. Впереди 12 часов. Будьте с нами. Я сегодня буду рассказывать про нагрев океана. И не только. Меня зовут Джейсон, я из Соединенных Штатов. Это то, что происходит за кулисами подготовки к конференции. Единственное, чего я хочу, это чтобы больше людей посещали эти конференции и двигались вперед. Итак, скоро начнется большая конференция 4 декабря «Глобальный кризис. Время правды». Все подготовлено, все настроено. Осталось буквально пару часов до грандиозного, невероятного события, которое будет происходить по всей планете. Вот таким образом выглядит моя локация, да? Настраиваем языковой стрим. Есть проблемка небольшая, пытаемся ее побороть. Что за проблемка? Техническая маленькая, да, проблемка. Но мы с ними уже не раз справлялись. И справимся и на это. Юль, ты что будешь делать всю ночь? Всю ночь и до самого утра я буду делать трансляцию конференции на бирманский язык. Доброе утро, мы сейчас тестим локации, то есть последний час перед подготовкой видео у нас финалочка. Самый важный человек — это, конечно, тот, кто готовит кофе. Привет. Может быть, кто-то меня проверить, посмотреть? Все, Саш, забираю тебя в зал. Давай. Очень волнительно быть частью этого исторического момента. Давайте сделаем все возможное, чтобы провести отличную конференцию. Надеюсь, дети спят. Они будут спать во время конференции. Давайте не будем отвлекаться. Ведь в конце концов мы это делаем для них. Vyprávějí pohádky, které nás rozdělují a štvou proti sobě. Потому что если мы что-то делаем, мы это делаем всегда как? Идеально. Минимум супер. А так идеально. Вот так вот это происходит, ребят. Остаются считанные секунды до старта конференции «Глобальный кризис. Время правды», к которой мы готовились 4 месяца. Хорошо, думаю, мы готовы.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! На примере нашей международной команды мы еще раз убедились, что сила людей в объединении. Мы можем многое, когда объединяемся ради общей цели — построения созидательного общества. Искренне благодарим всю международную команду волонтеров проекта «Созидательное общество». Вы — настоящие герои.